Хорошо, да. А, ну, что вы думаете, заканчиваем сегодня уже эту тему? Коротко Да, добавил бы одну вещь. Там добавить, я в прошлый раз забыл сказать. Просто все, чтобы мы понимали, у нас действительно есть документ или документы, на которых мы можем объединиться, да? Мы все являемся гражданами Чеченской Республики, Ичкерия, и у нас есть Декларация о независимости, у нас есть Конституция от редакции 92 года. Без каких-либо изменений, именно идеально написана Конституция, во всем мире признанная, ее ставят, ей отдают должное, и она считается очень хорошо написанной по сравнению даже с западными конституциями. И вот этот документ, который дает равные права всему народу, который дает инструмент переизбрания власти, который делает из нас государство, которое на Западе будет поддержано. Вот это документ, на котором мы можем все объединиться. Я призываю всех, кто не читал, у нас здесь многие, кто даже не читал его, просто почитайте, вникнитесь, и вы поймете, что предложение объединиться на Конституции 92 года, на редакции 92 года, это самое адекватное предложение. Все, все, спасибо, Барто, спасибо. Может, Виктор, Джамбулат, кто-нибудь есть заключительно Мне сказать? можно сказать. Мне можно сказать. Я вам хочу Давайте сказать, начнем с Ярослава. главное в Конституции, ни один человек, ни группа лиц не имеют права захватить власть без воли народа. Это главное в Конституции. И я думаю, главное для темы нашего диспута здесь. Потому что наш президиум никогда к власти не стремился. Вот. И я думаю, если на основе будущей консолидации нашей мы все объединимся, все войдут под своими названиями своих партий, своих организаций, будет плюрализм мнений, такой же, как сейчас. Потому что в любом парламенте всегда бывают споры и обсуждения, но всем приходят к общему мнению. И главное, если они все стоят на свободе и независимости своего государства. Так что спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Алла, спасибо. Абузайд, Нисо, есть у вас что хочет сказать? Давайте. Да, немножко начала выскажусь. Первое. Так, аят же тут, да? Да, здесь все. Да. Аят, чтобы до конца понимать ситуацию, я это время не помню, поэтому некоторые вопросы будут, и я свое мнение сейчас скажу. Вот, допустим, возьмем, да, вот это в начале 90-х, когда, вот это начали, отделяться от России. Вот на тот момент там же были разногласия у тех, кто вообще, хотел, да, освободиться от России, или не было вообще разногласий? Значит, в тот момент, в 90-м году, как ты говоришь, был проведен общенациональный съезд чеченского народа, на котором было около 1000 человек со всего мира, и они проголосовали за создание нашего государства. Это был наш своеобразный референдум. И, возможно, там были какие-то там проценты. Ты можешь поднять эту кассету, как они аплодировали этому, став в зале, когда вот эта декларация была принята. И когда Жохар Дудаев там выступал, будучи приглашенным на этот съезд, он сказал, что декларация принята. И теперь я при полном убеждении, что тот, кто сейчас вот даже мысленно будет этому противиться, это, несомненно, противник чеченского народа. Не совсем как ответ получил. Я говорю, вот этот съезд народа, который был собран со всего мира, начиная от Америки, от каждой 1000 человек один векел, один выборщик, они приехали и провели этот съезд 23 по 25 ноября 90-го года. Я там присутствовал, я помню это хорошо. Может быть, какая-то там, какой-то процент, 1 или 2, может, и были против, но я на это не обращал внимания. Но овации, которые были, ты видишь, можешь посмотреть и сейчас. Смотри, вот когда говорится, да, вот народ, имеется в виду, все хотели эту независимость или, допустим, 50 на 50, к примеру? Я ответил тебе, что 90% представителей этих, тех, которые избрали этих людей, выборщиков, да,
они проголосовали, они открыто проголосовали за принятие этой декларации. Хотя, помню, это там были кто-то там... тысячи человек. Вот они проголосовали. А там же еще там миллион, да, населения. Из миллиона там 1000 человек собралось. Значит, вопрос вот в чем, что обычно вот это делается в разных странах по-разному, так? У нас это традиционно, еще с прошлых веков, когда мягкая гулошор, юрта, далях вот какого-то села или какого-нибудь там района, так скажем, да, туда посылались вот мягкие люди, и они собирались и решали, и так мы жили все века прежние. Так было и сейчас, именно по этой схеме. От каждой 1000 человек выбирался выборщик, и он, значит, уже мог донести до этого съезда сомнения этих выборщиков. Эти все проголосовали, ну, скажем, 95%, по моему мнению, за то, чтобы эту декларацию принять. Хорошо, так понял. И было. Идем Да. дальше. Ага. Вот, Давай к примеру, дальше. вот на нас напала Россия, да, уже 90 Да. начинаются военные действия. И с этого момента, если наблюдать, то примерно, да, вот там воюет, ну, грубо, максимум, наверное, 5000 человек. И почему у меня такой вопрос? Если вот все как бы, весь народ это поддерживал, к примеру, почему было так мало людей, которые сопротивлялись России? Неужели не было необходимости в этих людях? Так как напала как бы Россия, у кого-то как миллионная как бы армия. А вот если взять на миллион, да, я вот эту перепись, вот это все как бы наблюдаю, несколько раз уже этим занимался, да, на миллион населения, если взять даже только мужской пол от 20 до 40 лет, это 200 тысяч человек минимум. Из этих 200 тысяч человек участвовало в войне и сопротивлялось России только 5000 человек, если было такое, ну, сильное объединение, да? Хорошо, отвечу тебе. Из истории всех войн, которые во всех странах есть, да, на войну выходит только 2% населения, 2%. И из того, что, допустим, если из каждой семьи раздели там 1 000 000 человек, раздели, допустим, на 6 человек, это там будет какой-то. Если каждая семья по одному человеку туда посылала, так, и если из них, которые туда пришли, одни занимались снабжением, другие обеспечением их питания, другие занимались другие разведывательной работой, а так на выходе даже маленькие дети выходили и кричали «Аллаху Акбар», и это было единое стремление, и оно выходило, народ почти был... А потом вы тоже будете говорить. Вот такое было единодушное противодействие. Конечно, не те, которые были во власти Завгаевской, которые, и их там была кучка, которые там они как могли вместе с русскими нам пытались подмочить там ситуацию. Это да. Вот ответ тебе. Мог бы я в поддержку Ахьяда сказать тоже пару слов именно по данному вопросу? Смотри, вот у нас одновременно участвовало на войне 5000 мужчин. Но с учетом ротации мы считали как-то, вот я сам участник войны, мы считали, у нас получилось более 60, около 65 тысяч участников мужского населения среди чеченцев. Да, я с этим согласен, да. Это очень высокий показатель, учитывая, что мужского населения было где-то 200, максимум 250 тысяч человек, это где-то 5% вот, участие, то есть пятая часть, не 5%, а пятая часть от всего мужского населения. А это значит от каждых 5 дворов. Теперь посмотрим, вот где была рекрутская система, скажем, той же России от 20 дворов набирался один рекрут, то есть один человек должны были обеспечить 20 дворов, то есть 20 мужчин. В Имамате Шамиля это было 10 дворов, то есть 9 дворов обеспечивают одного воина-мужчину. У нас вот в случае Ичкери, получается, 5 дворов обеспечивало одного воина-мужчину. Поэтому я не скажу, что у нас этот показатель даже был выше, чем усредненный показатель в других странах. Тоже ответ Зайду. А откуда, Зайд, у тебя такие сомнения?
Не-не, вот когда историю как бы я слышу, да, и рассказывается, что 6 августа в город зашли 800 муджахидов, да. Это неправда. Зашли, да. А Да, внизу зашли, да, поднялись еще в 3, 4, 5 раз больше. И все. Не, вот еще 2000 еще как бы подключились к ним, ну, в общем 3000. И это как бы, ну, такой момент, ну, когда была необходимость в этих людях, ну, почему они в этот момент себя не проявили? Хорошо, если до этого они там, ну, необходимости не было где-то в лесах или в горах, как бы, да, прятаться, и они находились на равнине, но это был тот, как бы, такой переломный момент, где они, как бы, были необходимы. Но почему-то вот видишь, про них не говорит, да. максимум говорится 3000 человек. И что? Вот 6 августа, вот этот переломный как бы момент, это произошло по причине этих 3000 муджахидов. Знаешь, в чем дело, Муза? Дело в том, что все операции рассчитывают, сколько надо людей, где, куда, все рассчитывается. И сидят еще люди в резерве, которые тут же могут войти, если надо. Это было все рассчитано. Кстати, я должен сказать тебе, что я был в те времена первым заместителем Госкомитета обороны. Я это хорошо помню все, понимаешь? И то, что и в марте еще, когда Жохар был жив, он организовал, как надо брать города, вошли в город 3 дня, захватили этот город, и взяли там провизии, там оружие и вышли. Важен был результат, а результат состоялся. Вот в чем дело-то, Абузай. Хорошо, если этот резерв у нас как бы существовал, да, примерно, да. А почему вот вторую как бы войну, ну, мы проиграли, можно сказать. Хотя, да, это можно оспаривать, да, не совсем проиграли, но на данный момент, как бы, да, наша родина оккупирована, и получается, мы этот резерв не использовали. Почему не использовали? А потому что вот когда разнобой в твоем, как говорится, обществе или в твоем сопротивлении, тогда какое бы оно крупное не было, оно уже ослабит. Потому что среди нас появились агенты влияния, которые говорили, что нам не нужно это государство, мы не просим нас признать независимым государством, или какие-то другие вещи, когда подписывались документы, в которых, значит, допустим, поход Басаева Будёнов считался террористичным с нашей стороны. Вот такие вот накапливались вот такие вот противоречия внутри, и это была работа агентуры. И это первое. Во-вторых, надо отметить, чтобы ты знал, что Россия на нас нападала 5 раз. В 91 году, в 2 году, в 4 ноябре, потом 3 раз, 4 раз в декабре. И мы эти все 4 схватки выиграли. То ли военным путем, то ли политическим правовым путем. А вот в 5 сражении, когда у нас не стало сил, людских сил, столько людей было убито, у нас не стало ни резерва, и еще была вот эта провокация, да, нам пришлось временно отступить. И сейчас мы должны набирать силы, энергию и для того, чтобы решить этот вопрос. Наша страна оккупирована, она не является частью России, как сегодня Россия везде говорит. Нет, наша страна оккупирована, как оккупирована часть Украины, Крым. Вот это мы должны помнить. Если мы сами не будем признавать свою страну и не будем на этой основе действовать, кто же за нас будет это делать? Нереально рассуждая, прийти и мы там кровью все захватим и зальем, это не вариант, совершенно не вариант. Нам нужно решить так, чтобы не было там крови, чтобы нас остальной мир признал, так? И вот как, скажем, Украина, над этим мы должны работать сейчас все и ты, и другие, объединившись. У нас для этого есть ресурс, у нас есть правовое основание, которого нет сегодня ни одного народа, к примеру, скажем, на территории России, которые вошли в состав России, и которые тоже вошли туда, потому что их обманули. Этот документ федеративно подписали кто тогда? Не власти, которые избрали народы России, которые сегодня, а бывшие коммунистические руководители подписали с ним этот федеративный договор и незаконно создали эту Российскую Федерацию России. Вот тебе ответ мой еще раз.
Понял? Ну, тогда на этом вопросе задерживаться не будем. У меня насчет этого какое мнение? Что Давай. максимум основное население, которое даже желали независимости, они были в основном болельщики. Не было участвующих. Участвовал, как ты сказал, это было 2%. Это как раз вот так и бывает. Примерно где-то 2% участвовало. И чтобы слушатели понимали, я все пытаюсь именно руководствовать религией ислам. И на тот момент, и на данный момент, да, это является фард айном для всех мужчин совершеннолетних, у которых есть здоровье, чтобы в такой момент сопротивляться агрессору, да, и оккупанту. Поэтому я считаю, что действительно 2-3% вот этот долг перед Всевышним выполнили, пусть это будет максимум 5%, а остальные за это, именно за это... то, в ответе. Да, в ответе, да, перед Всевышним. Но ты не прав. Если бы эти остальные не помогали этим 3%, никакой победы не было бы никогда, Абу Заид. Мадийцес. Именно вот они помогали, они создали тыл этим 5%, 2%. Они и морально, и психологически, и материально поддерживали это. Это была единая победа нашего народа. Понял? А если у нас ресурс настолько иссяк, и ты теперь в этом хочешь обвинить наш народ, ты очень странные вещи говоришь. Ну, я и себя виню в этом, не только остальных виню, я и себя в этом виню. Ты меня винишь, а ты винить имеешь право, но у тебя оснований никаких нету. Ты что говоришь? Вот ты выдвигаешь движение, что якобы там эти работы, эти не хотели, они хотели быть в составе России. Бог штадует. Это что такое? Тут к этому идет твоя логика. Это неправильно. Желали, да, освобождения, но не участвовали в этом. Конечно. Это в основном так и происходит. Сегодня, если, допустим, и до сих пор 90% этого желают, к примеру, да, мне так кажется, что как минимум 80% желают освободиться. Но я от реальности, от истории отталкиваюсь, понимая, что вот эти 80% не будут в этом участвовать. Опять-таки это останется вот этим 5%, которые будут какие-то действия делать. Я это сейчас не знаю. Тогда на это мое мнение. Идем дальше, да. Давай. Следующее. Вот, к примеру, возьмем, да, допустим, 5 каких-то движений хотят, желают и какие-то действия делают, чтобы освободить, да, землю мусульман. И, к примеру, допустим, у этих 5 организаций или партий возьмем, что у них методы разные будут. Кто-то, допустим, ждет поддержки от Украины, кто-то, к примеру, ждет там поддержки от Америки, кто-то там от Англии, не знаю, каждый по-разному. А кто-то ждет поддержку от народа, да, который там работает внутри. Да. И вот у кого получится, это примерно как? Вот примерно есть 5 человек, у которых одна и та же болезнь. Вот эта болезнь, да, это освободить родину от оккупации. Да. Но, к примеру, кто-то, вот, допустим, 5 человек, вот кто-то говорит, в Ростове самая хорошая больница, чтобы лечиться от этой болезни. Кто-то говорит, это в Европе, кто-то говорит, что это в Чечне, кто-то говорит, это там в Азербайджане, кто-то в Грузии, да. И каждый действует. И у кого получится, да, вот он и выиграет, можно сказать. Что он выиграет? Что он выиграет? Ну, имеется в виду, он будет управлять этой землей. Почему он будет управлять? Он может освободить эту страну, и потом народ будет выбирать. Вот в чем вопрос. Народ, такое не бывает, что народ, вот, к примеру, возьмем... Бывает, ты откуда знаешь, что не бывает? Я видел, что бывает. Хорошо, ты откуда знаешь, что это не бывает? Тогда, вот, если народ будет решать, опять-таки, в народ. исламе нету такого, чтобы, допустим, голосовали, допустим, наркоманы, подкаблучники, подхалимы, женщины, там, не знаю, умственно отсталые. Ну, это ты уже перегнул. Женщины, что не люди? Женщины такие же люди, как и мужчины. Понимаешь? Если наркоманы, это другое дело. Согласен, Абу Заид, я согласен. Если наркоманы, которые в тюрьмах сидят, наказаны, да, они не могут это делать.
правильно, согласен, и которые невменяемые психически, они не могут, а остальные должны голосовать. Все. Смотри, Согласен? вот смотри, вот, к примеру, вот тут 52 человека, да? Вот, допустим, даже Да. возьмем там этот чат не особо бывает, 1000 человек, к примеру. А есть еще 1 миллион человек, или 1,5 миллиона, да, например, которые вообще даже не интересуются ни политикой, ни религией, ни вообще в общем состоянием как бы народа, да. И как как будет правильный результат этих выборов, да? Вообще этот выборы получается, смотри, голосуют те, которые вообще не интересуются абсолютно как бы ничем. Вот пример возьмем, да, просто YouTube можешь открыть, просто запиши вот чеченский прикол и посмотри, просмотры сколько будут. Вот от 100 тысяч выше найдешь примерно. Допустим, запиши, допустим, какой-то Нохче Хехам, да, или, допустим, политика там, допустим. Ты увидишь, посмотри, 1000, 2000, там, 5000, если 10 тысяч будут, это как бы хорошо. Вот это даже показывает, что эти люди ни религией, ни политикой не интересуются. А мы как им даем выбор, как они могут это правильно выбрать, если они даже не знают, что это такое. Это опять-таки получается, они могут выбрать какого-то приколиста и все, как бы, потому что всю жизнь как бы эти. Хорошо. А ты как считаешь, мы вот этот народ, который вот прошел столько войн, всего это прошел, и он настолько, говорит, неосознанно, не понимающий ситуацию, что ли? Ты ошибаешься. Наш народ очень сильно понимает, потому что постоянно над ним висит дамоклов меч, и он знает, что ему надо. А не ты и я должны принести ему это. Народ проголосовал тогда, избрал это. Потом, когда мы придем, восстановим эту власть, они могут взять и снова проголосовать на референдуме и сделать, хочет этот народ, а не то, что мы с тобой им навяжем. Они тебя и меня выкинут оттуда за шкирки сразу. Им нужно, чтобы было так, как веками было. Чтобы они свободно жили, чтобы не гнет российский над ним стоял, чтобы мы объединились с другими государствами, соседними, чтобы мы развивались, учились, работали, культура. Это надо нашему народу. Вот что я думаю. А то, что ты говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь прийти туда, на религиозной основе насадить им эту свою веру и стать во главе этого, что ли? Ты хочешь? А я тебе скажу, у нас проблемы религиозной нету и не было никогда. А ты говоришь, или другой говорит, что у нас религиозная проблема, что эти нерелигиозники, эти веры вышли, и он здесь мегадац, потому что вот из-за этого у нас вот и последний раз и прошел вот этот большой скандал и противоречие. Это и гумюк и далее. Поэтому издаются на хвейн зулом хурду алгат человек. Барко. Вот это как бы есть, вот это самое важное разногласие между теми, кто опирается на религию и кто не опирается. Вот тут проговаривалась такая мысль, что вот демократический альпа, он представлял что-то, я сейчас не помню его, этот ник, что как бы это секуляризм, что это как бы, да, это отделение религии от, как его, от управления государством. Да. Да, И у нас так оно и есть. Да, вот если так оно и есть, ну, значит, вы как бы должны понимать, что есть и другая как бы очень серьезная сила, которая это, ну, никогда не примут. Именно это те, которые не приемлют этот секуляризм. Они говорят, что да, из них я один из них, который говорит, нет, вот это управление, это обязательно должно быть в рамках ислама, в рамках религии. Ну вот смотри, вот ты это говоришь, Бузай, да, ты ведешь дело крови. А я веду дело к тому, чтобы мирно решить. Ты придешь, будешь это говорить им, да, а цыгарнахбуй, которые там сидят и которые не хотят этого, которые видели вот то, что ты говорил в 96-м, 7-м, 8-м, 9-м году, да, которые видели, они возненавидят это. Знаете, вот царь Цухана, Лилин, уж. Поэтому, то, что ты говоришь, да, это надо делать не так, как ты говоришь. Сахалвай почав мет оттин. Надо, значит, потихоньку делать. Нельзя курицу, яйцо сразу вылупиться. А ты уже говоришь, что ты уже можешь как инкубатор сразу птичку выкинуть. Нет. Надо это делать годами, может, десятилетиями. А тебе надо, как тебе надо сегодня. А халку надо потихоньку, халк мет отты, здесь,
чтобы он отошел от этого ужаса, который на нем стоит. Вот в чем проблема. Ишь аль-хиетсун. Мы так и делали, и думали раньше. Аят, смотри, вот мы Да. как бы отталкиваемся от сегодняшних реалий. Вот, Да. допустим, ты, наверное, сравниваешь это, ну, со своим как бы поколением, вот, кому, допустим, там за 50 лет или за 60 лет. Но если учитывать сегодняшнюю как бы молодежь, да, к примеру, там до 40 лет, да, вот Да. в основном ты найдешь, что у них абсолютно другое мнение, что нету таких, которые говорят, да, там религия отдельно, а политика отдельно. Наоборот, ты найдешь многих чеченцев, которые говорят, нет, нельзя. Но они это не решают, понимаешь? Согласен, что они это не решают. Ну почему это не не в их вот праве. Хорошо тогда. Вот в начале 90-х, вот когда, допустим, тебе было, я не знаю, сколько лет было, но я уверен, что тебе было до 50 лет. А в основном, кто эту ситуацию меняли, им было максимум до 35 лет. Вот возьмем там Басаева, Гилаева, остальных там, Радуева, всех можно перечислить. Им всем, в основном всем, им даже до 30 лет. Получается, тогда их мнение, если не учитывается, тогда какие, как бы, вот когда ты говоришь кровь, да, вот как раз-таки вот эти люди, которые не приемлют, им как бы разницы нету, то, что сегодня как бы кадыровская власть будет, или какая-то другая власть будет, которая не будет действовать в рамках религии. И тогда они, конечно, будут пытаться менять. Им разницы нету, то, что сегодняшнее менять, или завтрашнее, то, что вот этот секуляризм менять. Тогда вот знаешь, что, Абу Заид, вот ты говоришь неприемлемо, ведь ты вот людей, которые ты говоришь, вот там, значит, Чинза Алдеша, учились там, стали религиозным направлением, грамотными, хотя в их грамоте можно сомневаться, потому что когда ты едешь учиться и учишься в каком-то университете, 5 лет отучился и приехал, что ты большой специалист, никогда нельзя говорить. Даже судья в шариатском суде должен быть уже десятки лет, ему должно быть, чтобы он был, нельзя такого молодого ставить, как это был, как ты, например. Да, я не знаю, сколько тебе лет, правда. Ну, в общем, в целом я тебе говорю, от того, что вот здесь вот так арабы, хузах, которые там занимались только религией люди и говорят, мы придем вам и это сделаем, которые там внизу сидят, тебе-то не позволят это делать, они с тобой же не согласны будут. Наша цель освободить эту территорию и от оккупантов, которые гнетет наш народ, чтобы он мог свой язык изучать, все. А ты говоришь, вот я там, говорит, вот они не хотят и все. А кто они? Какое их количество? Их 1% нету от нашего народа или 2%. Это, а народ-то больше, это. И тогда снова кровь будет литься. Вот из чего я исхожу. От реальности. А когда ты пойдешь это и сделаешь, там, Абу Заид, к примеру, вот так, и народ будет против, американцы, немцы, кто угодно придут, и бомбы, а у них этот план есть у русских, я знаю, чтобы разбомбить нас всех там, планы есть, мы их читали, видели, которые потом Цигмелу ночи вдоль до Дальнего Востока выкает, и говорят, что вы что, понимаете? Вы ниц балариан, цадер реально цаде. Дыни бусур балариан, цадер вы ниц бош. Вы там дамадацер. Вы признать ДЛ, вы директ дунет бусур нахли. Почал, лишь ни один нас не признал. Я разговаривал с президентом организации исламских государств, Суддин Камел, ты бы открыл, где цауш. Яндарбиев говорит, а вы признавать Дешбац, они предали наш народ. Вы этот опыт, который у нас есть, возьмите, не придумывайте велосипед новый. Не придумал, вам ничего не даст. Вот в чем дело. Не потому, что вы Бусер дин Дюралда, вы старших называете Бусер дин Дабюл, Исан Дицер и Ахмаду, да, Исадвича. Давайте, значит, знаете, вы дин Масахена, Хилду, Хидошду. Или объединитесь вокруг, давайте, того, чтобы мы здесь на Западе и везде
могли бы, чтобы нашу страну признали, как мы ее создали. Самет уатвей, куок уатвей и почал. Мет уатвей. И делай, султ адаурды, волкда, мокла, и что дальше, прит что дальше. Что уже дохты хурду, ёк ты можешь, ахендея, душа разляться. Том хридаться. Но делай и гумба, а вот об этом я говорю. Ничего другого не говорю. Барклон. Аят, смотри, если, допустим, нам необходимость в признании, как бы, да, я считаю, что Россию как бы признали, зачем тогда нам нужно, пусть мы будем тогда находиться в этой России, если нам религия не важна, признанными, как бы, да, вот Россия признана, мы в составе России, и все, как бы, зачем и воевать? Если сегодня есть люди, которые готовы против этой России, как бы, воевать, да, конечно, эти люди тем более будут пытаться менять намного, как бы, да, там 100 раз меньше, как бы, силу. Именно, как бы, да, вот в рамках религии полностью, как бы, да, установили, как должно быть, и все в рамках религии, политику устанавливали, но у нас не получилось. А я такой практики не видел. Вот, к примеру, как Второй войны, да, а почему тогда, если как бы вот это, ну, не объявлялось, да, там вот эта конституция была демократической, да, там взята из какой-то там, как говорится, прибалтийской какой-то страны. Это ты говоришь, из Прибалтийска, это мы сами делали. Не знаю, я не говорю. Ну, да, почему не надо не говорить тогда? Ну, хорошо, все тогда, говорят. да, все это говорят. не было. Вот там, допустим, статья Щупцига, который там не говорится, там, руководство будем шариатом аль-мадатисига, а говорится, там будет народ дикарах ирдуебо. Если это все было, если вы все правильно сделали, почему нас не признали? Почему нас не признали? Да. А потому что Россия, Советский Союз, когда разваливала Россия, она планировала, Ельцин хотел стать вместо Горбачева, когда его сняли, а остальные республики были против того, чтобы Ельцин, один из руководителей республик, стал президентом СССР. Поэтому они выдвинули лозунг «разойти, чтобы затем сойтись», и поэтому они, как я говорил, когда развалили Советский Союз, они 15 республик бывшей РСФСР захватили, объединили, вот 15. Потом, когда они переворот совершили в 93 году, они еще нас записали туда незаконно. Потом они пошли войной на нас, иначе, потому что Россия планировала воссоздать назад имперскую Россию, историческую Россию даже, вплоть до Финляндии, Польши, Киев, Москва. У нее такие планы, это империя, понимаешь? И поэтому они нас бросают в эту войну, в Украину, нас, этих вот, которые там находятся, сидят наши марионетки, туда посылают умирать наших людей и убивать чужих. Вот поэтому. Понял? Да, тогда... Именно поэтому. Еще вот это, когда говорится, вот, допустим, мы вот как будто до 90-го года, к примеру, да, грубо если взять, когда вот говорится, что вот это наша конституция, вот это как бы фундамент, от этого как бы отрываться нельзя, если мы от этого оторвемся, что как бы для них, ну, для нас это большие проблемы. Вот я еще понять не могу, неужели до этого 90-го года чеченцев как бы не было, да, или какого-то государства не было. Вроде как бы было, да, там государство при шейхе Мансуре, при имаме Шамиле. Почему мы не отталкиваемся от той конституции, а именно взяли ту, которую сочинили, там, не знаю, или создали в 90-м году? Вот это тоже. Хорошо, отвечу. Почему? Потому что после того, как закончилась Вторая мировая война, тогда раньше была Лига наций международного права, а теперь в 1948 году после этого весь мир принял современное международное право. И все, что в современном международном праве происходит, именно на этой основе и движется. Это современное международное право, устав ООН. Вот поэтому все, что было до этого, считается теми вопросами. Я эти вопросы тоже поднимал, говорил с ними, помню, и в Нью-Йорке, и здесь, в Европе. И они говорят, ну вы хотите, чтобы мы подняли все вопросы индейцев Америки или Китая, или в Средней Азии, которые были в
сотни лет, и все эти вопросы мы не вынесем. После изменения, значит, ситуации в мире создали на основе этого современное международное право. Сейчас, после победы Украины, может быть, тоже изменится что-то в современном международном праве. Увидел ты, как этот говорил Зеленский? Надо этот ООН убрать, новое сделать, новый Совет Безопасности. Вот поэтому это так. Мы не могли там ссылаться на то, что было до 1948 года. Действуя в рамках современного международного права. Только. Видите? Ну, не совсем но да. Вот сейчас почему на Россию все ополчились? Потому что он нарушает Хельсинкский принцип. Снаружи нельзя нападать на любую страну Элду. Это Хельсинкский принцип 1975 года. Изнутри, если страна, значит, отпускает какую-то территорию, то это позволительно. А вот у нас Советский Союз сам ушел, и поэтому появилось вот эти государства на территории бывшего Советского Союза. Да, мы потеряем все от того, что мы такие умные, ты и я и другие. А это нашему народу сейчас вот что это такое. Давай. Эти новчи хамдуй цен на динеайол конституции езарят ислам динант этой женел. Но кия гяст примерно, допустим, сейчас езди наги или садияр сияр вайн хай наги езарю бог, да, если он там шанхиет, то он среза вас. Хореза гала бупайбу. Хорез магала хакемат магала хорезы. Да. Оно есть факт, от факта куда ты денешься. Вот в чем вопрос. Ну, от факта куда? По-разному, и факт примерно, да. Не, ты видишь в своих фантазиях, а я от реальности. У тебя фантазии. Реальность, ишь мою реальность. Поэтому по реальности, если у тебя узкая колея, вот такая колея, ты где можешь пройти, по ней ты должен пройти. А потом посмотрим. А ты же... Даже тот же, Все, хотишь ждать, а дух ночи, хотишь, дух ночи бойся. Не меньше, чем ты и знаешь. Они не говорят демократия, ислам. Они говорят, мы должны жить в подчалк. Ты по этой линии, паратях, я знаю, подчалк, они говорят. Сигмох парат бахнет цедага, хадага, директуня, дасдага, вы мох развить дезвеба. А вы бусур дать мацебол царь. А сей бусур дать что эльштак, цуна доху дуэ алгацу. Давайте я прокомментирую. Абузайд, какие предложения по достижению консолидации? У нас тема, в принципе, сегодня это тема нашей встречи. Вот какие у тебя предложения по консолидации? Сабадия, Джамбулат, Сабадия, мы это решим. Давай, Джамбулат, давай. Какой вопрос? Вопрос, Джамбулат, вопрос, и все, сюда, давай. Ну давай. Есть один выход. Допустим, динант это иш бешбу, динант это то иш бешбу примерно. Или это иш беша цани каса разногласия. Барт хулш бала барт хул цахила хора мо оша но волош яша шей бог дахо. Кто как бы достигнет. Провокатор, могу так, доквал, Абузет, могу провокатор, без ой халку бин сетсам те, хосот все, что хул провокатор, это? Что ты хосот все? 30 лет за, 100 лет назад, не актуально, але дадерзо хомилву, я сомилву, хукамел адештер. 30 лет назад, 50 лет назад. И уехал бин сетсам бо, и сетсам айхиц без. Если не будем мы дальше также идти по этой линии, на основе этой конституции декларации, хинот нашу конституцию все, вот чу армел вальчары, и цигел йош, вы мосту хушин луч, арда хадезер, уехал халк дирдут ак, и цаглит, дует дючтар. Кто там говорит, можно ли нет муслим? Я. Кто это? Первое, что я хочу сказать, это я хочу поблагодарить Ахьяда Идигова и Джамбулата Сулейманова за то, что вы защитили честь чеченского народа сейчас, не дали принизить, не дали обесценить заслуги нашего народа. Это первое. Второе, я хочу сказать, что демократия, то есть народовластие и отделение религии от государства, любой религии, нужно, пусть весь мир от нас отвернулся, они предали себя, они предали свои ценности, свои идеи, прежде всего себя.
Пусть даже весь мир от нас откажется, шариат или демократия – это не экономический вопрос. Это прежде всего вопрос, а что лучше поможет Мировоззрение. народу для мирного сосуществования. Для мирного сосуществования. Поэтому любая религия должна быть отделена, чтобы чеченцы разных религиозных взглядов, течений мирно уживались друг с другом. Это первое. Второе, тут упомянули шейха Мансура, и при шейхе Мансуре, и при имаме Шамиле, когда войны шли характера примерно такого, какие были в 2000-2001, когда наш народ был между молотом и наковальней, между двух огней. Против России воевали и против имама Шамиля воевали. Либо за Россию воевали против имама Шамиля, либо наоборот за имама Шамиля против России. 91 год, 94 год – это единственный период, единственный этап в истории нашего народа, когда чеченский народ был един как кулак. И с первой же попытки мы выиграли, когда мы были объединены на национальной идее, на национальном государстве, не на имамате, не на чем-то еще. И мы победили. Это нужно для нас, я еще раз повторяю, это не экономический вопрос, чтобы мы друг друга не убивали, чтобы мы друг друга не грызли. Вот почему нам нужно народовластие и Конституция 92 года. Поэтому я прошу всех людей, я этот пример как-то уже приводил, но в другом чате. Есть песня Владимира Высоцкого «Охота на волков». Когда ограждают какой-то периметр красными лентами, флажками, и волки, у них почему так психология работает, и других хищников тоже некоторых, они не выбегают за эти красные флажки. Вот против нас Россия применила тактику красных флажков. Нас окружили по периметру этими красными флажками, назвали их шариат, исламское государство. Вот за них не выходите, потому что вам будет потом такфир или еще что-то. Я хочу сказать тебе, что у нас не светское государство, а у нас демократическое правовое государство. Это слово не применяю в отношении нас. Вот правовое государство, оттуда может исходить это истинное право, которое есть человек, который на земле создали. Давайте, муслим хайд, Я хотел бы немного сейчас вмешаться. Сейчас у нас отдельная другая тема пошла. Может, мы в следующий раз перенесем и обсудим это. Не торопись, дай Але высказаться. Хорошо. Аят, ты сейчас можешь помодерировать дальше? Я сейчас немного отключусь по необходимости. В 1996 году, в январе месяце, к нам пришел старый Джахар, воин молодой. Он рассказал, что был в Баку, был в школе Джамаат. И эта школа наших раненых принимает, лечит их. И они как-то по-новому начинают молиться. И, в общем, как-то отделяются. И обратно на войну уже не возвращаются. Он целый месяц ходил по коридорам этой школы, узнал, что субсидирование идет из Москвы. И тогда Джахар сказал, это был февраль 1996 год, сказал, что уже сейчас Москва готовит раскол нашего народа на почве ислама. И я думаю, что и сейчас продолжается то же самое вот среди этих молодых, о которых говорил этот так называемый Чарльз Диккенс, о том, что молодых спросите, что они думают. Дело в том, что если вернуться в историю, в религию, то, конечно, там в шариате очень много всего о семейных отношениях, родственных и так далее, отношениях к женщинам. Хорошо. Но о том, как выбрать правителей, ничего нет. Потому что после смерти пророка Мухаммада были 4 праведных халифа. Они избирались не всем народом, просто все знали, что это большие праведники, они следовали один за другим. Но когда они умерли, почему умма распалась? Потому что не было праведных халифов больше. Понимаете? Поэтому нам нельзя надеяться. У нас нет праведных халифов. Поэтому у нас должна быть демократия. То, к чему пришло все мировое сообщество в течение всего прошлого столетия. И лучше, более правильного образа правления, отношения к женщинам, к мужчинам, к детям, ко всем. Более правильно сейчас ничего нет. А теперь я хочу сказать вот немножко ответ на вопросы, опять же, Чарльза Диккенса.
Он говорит, противников не было, когда была принята декларация. Да, были потом противники. Помните, 2 раза наступала оппозиция с Натеречного района, организованного Москвой. Организованная Москвой. Даже танки они купили. И были разбиты. Это были противники нашей свободы и независимости. Потом, когда народ чеченский воевал, да, воевало не так много, 5000 человек, может быть, немного больше, но поддерживал весь народ. Вы помните, какие стояли митинги около президентского дворца, как женщины кричали с плакатами, требовали мира. Весь народ был един. И когда мы победили в 1996 году, победили с помощью народа. Но в течение 3 мирных лет произошел именно не только раскол на почве ислама, потому что был внедрен ваххабизм с помощью России. В Саудовской Аравии приезжали учителя. И не учителя, не врачи приезжали, а приезжали учить мусульман, учить новой религии. Это даже смешно. И приезжали военные спецы, хотя народ чеченский смог победить в 1996 году. И могли сами поучить других, как воевать и как побеждать. Начались похищения людей с помощью Березовского. Хотя Джохаром было запрещено, категорически запрещено пленных продавать. Только равноценный обмен или просто отдавали российским матерям. По призыву Джохара в Назрань пришло 250 российских матерей, которым потом просто передали их молодых призывников, пленных, безвозмездно. Как только Джохар погиб 21 апреля, в мае месяце Березовский тут же организовал рекламу российской журналистки, которая якобы год пробыла в плену, заплатил за нее $2 миллиона. Потом Билл Клинтон, друг Ельцина, поддержал, пригласил в Америку. И этому золотую цепь на грудь повесили. Рекламы. И эти 2 миллиона стали, наверное, рекламой того, что можно продавать пленных. И в ФСБ России привозили даже на границу узников, которых сами воровали из богатых семей со всего Кавказа, отовсюду. Привозили в Ичкерию, делились с командирами. Березовский принимал в том участие. И, короче, был организован хаос в республике. Был организован похищение людей, раскол на почве ислама. Поэтому мы проиграли, к сожалению. Вот я очень надеюсь, что наше это собрание, этот наш диалог послужит пользу объединению нашего народа. И самое главное, нужно вспомнить лозунг «Приветствие народа, приходи свободным». Это не просто приветствие, это код. Это слово «код» мне пришло в голову не зря. Код, который пришел из тьмы веков. Приходи свободным. Это надо помнить и не забывать. Спасибо за внимание. Спасибо, Алла. Кто еще хочет выступить? Если нет, я считаю, что мы очень плодотворно проявили работу. Ахят, можно одно предложить? Я хотел поддержать Аллу. Там у меня, по крайней мере, в Украине мы получили 2 источника. С 2 источников абсолютно разных я получил информацию. Значит, ФСБ России сейчас просчитывает вариант распада России. И они начинают моделировать похожую ситуацию, как делали в Чечне. Они хотят создавать сейчас национальное движение сейчас в разных регионах под своим контролем. Ну да, правильно. И потом в случае вот этих, потом они обратно это все будут опять собирать, да уже, то есть будет национальное движение, там это национально-религиозное под их абсолютным контролем. Поэтому вот тот человек, который сказал, что с Германии, что закаевцы там вот предлагали, это вполне возможный вариант. Поэтому это у нас такая информация есть. Я попытаюсь у наших силовиков. Спасибо. Узнать. Кто это? Я. Ансар. Я это кто? А? Ансар написано. Ну давай. Минуту только, давай. Ага.
Давай. Я, можно сказать, с самого начала слушаю, думаю, что да как. Вот заложенная тема, вот я сейчас буквально прочту. Объединение всех сил за рубежом в борьбе за восстановление Ичкерии. Вот основная тема вот эта. И как организаторы я вижу, что тут выступает Ахьяд Идигов и Муслим Австрия написано у меня. И также я так понял, что Муса Таиб и Алла Дудаева и еще несколько людей тоже, можно сказать, вместе работают. Так, Но давай. Но я вот для себя сделал следующий вывод. Вот объединение всех чеченцев будет, республику, государство мы отберем у России, но для вас, мусульман, которые имеют свое мнение, которые хотят жить по шариату, и этих людей немало, очень много, места в этом государстве не будет. Вот так я понял. Потому что все, что говорится, все, что объясняется, не приводит к объединению. Значит, смотри, Сабрия, ты закончил? Пожалуйста. 30 секунд. Нет, ты вот говоришь, я на один вопрос отвечу, скажу. Ты не прав в том, что для них не будет, для всех наших граждан будет там место, но для того, чтобы они захватили силовым образом власть, там нельзя делать. Вот что мы говорим. Нельзя это делать. Я закончу, чтобы мысль не потерять. Давай. То есть я вижу, что вы, организаторы объединения вот этой инициативы, хорошая идея, хорошая инициатива, и до этого тоже немало звучали вот именно вот эти призывы. Я вижу, что вы не учитываете тех людей, которые в действительности хотят жить по шариату, которые стремятся к этому, и вы не учитываете количество этих людей, и я вижу, что мало осведомлены. У тебя какое предложение, Аланс? Вот ты говоришь, видишь, я понимаю. Ты не считаешь, и мы не считаем, но мы же говорим про ситуацию, реальную ситуацию, нет, мою цель. У тебя какое предложение, Аллах? Да, реальной ситуации, вот в мире там реальной ситуации, даже любой чат зайди, вот именно вот эта тема начинается. И опять же начинается... Ну какое у тебя предложение? Ты вот объясняешь ситуацию, да? А предложение мое, Аллах, уделай так, вот такой ситуации. Опять же начинается отделение народа на ваххабистов и не ваххабистов. Вот несколько раз тут прозвучало. А насчет моего предложения, я не намерен озвучивать свое предложение здесь. И вот вашим, как бы, что вывод не хоках, бусубный хоках, что огорчиться, дина аскадия, Абазай, ты не расстраивайся, ты здесь ошибаешься. Вой даргуду, вой первую очередь, вой бусуб нахду, вой нохчи, вой мохку, хабах, бьется халх. И сацабахца, вой мердючдер, он шек дер дацбол, вой дючдер, бедё. Отсюда, спросим у народа, что хочет народ. Надо, значит, вначале ему вернуть, вздохнуть, чтобы он понял, что он самостоятельно сам решает свою судьбу в рамках современного международного права. Хотя право мы другого-то права нету, понимаешь? Вот войнух идер адича, а вы лилош дара война халаден царе, хасдар провокation, что будет тогда? Вот о чем речь. Но я в целом-то считаю, что все нормально прошло. Барклшем всех, кто здесь участвовал. Надеюсь, что это первый пробный камень. Будем дальше двигаться, искать пути, какие возможны варианты. Можно два слова сказать? Ну, вот в каждом момент два слова, потом получается 25. Ну, минутку дайте, если можно. Минутку. Полминуты, давай.
Муслим Хорошо, тоже полминуты. изучал. Любого чеченца назови, Да. что он не мусульманин, ты его оскорбишь. Вот Да, сейчас... да. Давай тогда. Никто. И все, просто надо религию. Если мы Чечне Все понятно. освободим, надо просто поправить, кто неправильно вот религию ведет, кто не понимает, надо поправить, и все там. Насчет Здесь я религии уже действительно смотрю. споров нету. Все, я закончил. Ракуэсон, муслим, да, он. Можно мне сказать в завершение? Можно мне в завершение сказать? Да, Я в завершение можно скажу? Аерзевой. В следующий раз Я в давайте завершении встретимся. только скажу.